Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на ближайшие 10 дней, на крутые перемены, которые идут в вашу жизнь в эти 10 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, как круто поменяется моя жизнь в ближайшие 10 дней. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, то, о чем мы желаем слышать и знать. Так, ничего себе, у вас тут такие дороги повыходили серьезные. Смотрите, куда бы вы ни пошли, а ходить вы будете много однозначно, больше, чем обычно, везде вам будут открыты двери, открыты люди, открыты людские сердца. Знаете, как будто бы добрый ангел вас так под руку берет и за собой ведет. Да? За собой закрытых дверей нет, только лишь открытые двери, только лишь улыбающиеся люди. И смотрите, все очень удачненько будет складываться для вас. Даже в самых неблагоприятных условиях для вас все будет очень удачно. Смотрите, все дороги, что направо, что налево, что вперед и вверх, все открыто. Для вас открыто в эти 10 дней. И если у вас есть какие-то ситуации, которые долго тянутся, неразрешимые вопросы, болезненные, да, какие-нибудь там проблемки, постарайтесь именно в эти 10 дней все это урегулировать. Отказа я здесь не вижу. Наоборот, не только открыты, смотрите, они как еще и прирастают. Да? Каждая дорога в любом направлении, она у вас идет с приростом и с плюсом. Вот так вот, мои хорошие. Так, и еще. Здесь у вас образовалась арочка между двумя людьми. Здесь однозначно с кем-то очень классным, невероятным, прекрасным и очень нужным вы либо познакомитесь, либо договоритесь. У одних отыграется действительно как новое знакомство, новая встреча. Человек не только прекрасный, но еще и обладает какими-то очень уникальными способностями, качествами, либо, ну, скажем так, возможностями. Да, контакты там есть крутые, либо сам по себе человек очень крутой. А если мы говорим о договоренностях, то очень непростые люди, непростые, сразу говорю, пойдут с вами на контакт и будут рады с вами о чем-то договориться, либо что-то для вас сделать. Очень замечательные знаки. У вас над этой арочкой треугольник, который вершина вверх уходит. А вы ручкой так вот держитесь за эту вершину, из нее очень классную энергетику, да, свою выгоду вытягиваете. Прекрасно. Дальше идет большая-большая победа. Ваша победа. Здесь мне показывает человека невероятно упрямого, такого, знаете, глухого, непроходимого. Человек, которого вы очень долго на что-то уговаривали, либо к чему-то хотели подвести, либо на свою сторону перетянуть. Да, но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. В левой стороне очень много усилий приложили, очень много слов потратили на этого человека. Кто-то даже и плакал, да, слезами уговаривал. Смотрите, неожиданно для вас этот человек сам выйдет на контакт и скажет: а помнишь, ты мне говорила, да, либо говорил, а помнишь, ты мне предлагал. Но вот я сейчас согласен, да, вы аж так, ох, скажете, не может быть, поверить не могу, ущипните меня. Это сон наяву. Слушайте, ну так замечательно, так здоровски. Смотрите, все ваши усилия, которые вы потратили на этого человека, они прям окупились в один момент. В один момент. Смотрите, долго тут не думайте, сразу в охапку этого человека и делайте с этим человеком то, что задумали, либо то, что вам надо. Может быть, вместе с этим человеком делайте то, что надо. Потому что человечек такой, знаете, сегодня вроде как согласен, а завтра уже что-то может поменяться. Вот, соглашается, все.
делаем, побежали, присели, да, что-то подписали. Не затягивайте, это очень важно. Но это ваша победа, и победа очень крутая. Так, смотрите, черепаха, а на черепахе сидит заяц. Причем заяц влюбленный. Девочки, ой, что будет? Ну, это человек, от которого вы ждали каких-то действий, внимания, проявления, предложения, поступка в конце концов, да? А он вел себя как заяц. Вроде как и да, я согласен, и да, я не против, но я боюсь. Да? Я боюсь. На черепахе этот человек очень долго делал то, чего вы ждали. Ну, допустим, да, взаимная симпатия, вы друг другу нравитесь, у вас все замечательно, все прекрасно. А он не предлагает серьезных отношений, либо даже на свидание не зовет. Вот, и вы такая, что ж ты за мужчина такой? И вот он на этой черепахе полз, и вот он созрел, да, он уже сам к вам подходит и говорит: а я столик в ресторане заказал, да, либо вот билеты там в театр, в кино купил, пойдешь со мной? То же самое, вы с мужчиной жили очень долго, он очень боялся штампа в паспорте, он очень боялся, ну, не знаю, стать отцом, да, что у вас ребенок появится. Очень трусил он перед семейной жизнью. Вроде как и живете вы вместе, а он все равно боится. Да. Очень долго он полз на этой черепахе для того, чтобы сделать вам серьезное, настоящее предложение руки и сердца. Либо пойти в ЗАГС и наконец-таки подписать, не подписать, а как подать, да, написать заявление, да, и подать его в ЗАГС на то, чтобы вас официально расписали. Слушайте, ну прям счастье, вы такой прилив эмоций испытаете. Забудете про все на свете и простите ему, что он заяц, и что он на этой черепахе полз. Все простите. Здесь эйфория в любви, в счастье. Кстати, вот еще такая информация пришла. Может быть, даже какой-то мужчина, с кем вы общались в интернете. И прям любовь у вас, и все прекрасно, замечательно. А он не едет и не едет. Да, или вас к себе не зовет. Либо собирается и каждый раз откладывает. Ну, как на черепахе ползет. А тут, смотрите, приезжаю, встречай, уже приехал. Ну, понятно, что каждый по-своему отыграется. Но счастье, радость и именно любовная эйфория тут показана. Просто чудесно. Так, и еще в эти ближайшие 10 дней я вижу, что вы берете от жизни максимально. Просто вот и у вас и возможности есть, и желание у вас есть, и силы, что самое главное, у вас есть на то, чтобы брать. Обычно вы по жизни отдаете, да, за все платите, за все отвечаете, и везде вам тяжело, везде вам трудно. А в эти 10 дней у нас полярность меняется, и вы будете наконец-таки брать. А это здорово, потому что у нас скоро новолуние, да, 10 числа у нас новолуние, и вы в своей жизни запустите очень мощную программу. Все, теперь я не даю, да, теперь я беру. То есть время платить по всем счетам, оно ушло. Теперь время пришло получать все и сразу. Прям вы это отметите. Вы это будете и физически ощущать, и головой понимать. И прям по сторонам так посмотрите, да, что у меня появилось, что я теперь имею. Вот прям все про это будут говорить. Время — это узкое. То есть это не продлится вечность, это не продлится до конца ваших дней, к сожалению. Но постарайтесь максимально это все использовать для себя. Максимально. Это не время бояться, не время стесняться, не время, как говорится, отдыхать, почивать на лаврах. Надо брать. Причем брать все и сразу. Надо, не надо, потом разберетесь. Берите. Жизнь дает, а вы берите. Кстати, не исключено, что и люди вам многое будут давать. Давать каких-то вещей, какую-то помощь оказывать, даже деньги могут давать. Почему нет? Берите, все берите, ни от чего не отказывайтесь. Золотое ваше правило. Все беру, ни от чего не отказываюсь. Ну, в рамках закона, конечно. Смотрите, вот здесь знак очень резких, неожиданных перемен. И эти перемены произойдут у вас в окружении. Ваше окружение, люди, которые вас окружают. Вот буквально в эти ближайших 10 дней кто-то просто отвалится, отпадет, отпочкуется, и больше вы этого человека не увидите. Уйдут только те, кто приносит вред, либо в будущем могли бы принести вам вред. Среди этих людей будет человек, о ком вы будете сожалеть. Ну, типа там подружка ваша, либо кто-нибудь там из добрых, приятных там коллег. Да?
Не сожалейте ни о ком. Если люди из вашей жизни выходят, значит так нужно. Нужно для вашего будущего, для вашей безопасности, для вашего комфорта, для того, чтобы у вас в жизни не было проблем. Здесь несколько человек уйдет, но только лишь по одному вы будете слезы лить, да, сожалеть будете. Сейчас вы этого не поймете, но пройдет время, и все станет на свои места. Вот. Ничего не удивляйтесь, принимайте так, как есть. Так, еще, смотрите, женщина с ребенком рядом, гладит ребенка по голове. Ну, во-первых, по такому знаку четко, да, улучшение взаимоотношений между родителями и детьми. В данном конкретном случае между вами, как мамой, либо бабушкой, и вашим ребенком, либо внуком. Если смотрят мужчины, просто переворачивайте на себя. Если детей у вас нет, то здесь человек, который гораздо младше вас по возрасту. Может быть там брат, сестра, могут быть просто какие-то младшие люди вокруг вас. Очень классные взаимоотношения, очень доверительные, теплые, добрые. Ну, идеально. Просто насколько это возможно, да, это идеально выглядит. Следующий момент. Если вы недавно чем-то начали заниматься, и это у вас не получалось, ну прям совсем не получалось, но поскольку вы вложили свой труд, вложили свои знания, а кто-то еще деньги вложил, жалко было оставить, да, и вы такая думаете, будь что будет, да, буду дальше продолжать. Готовьтесь к тому, что ваше дело, либо это ваше новое начинание, начнет цвести буйным цветом. Да? Пойдут первые результаты. И результаты будут очень теплые, добрые, классные, позитивные, либо очень денежные. Здесь женщина очень счастлива, да? Либо мужчина очень счастлив. Здесь гордость, здесь мир в душе. Знаете, такое спокойствие, когда вы понимаете, что вот оно. Исполнилось, теперь я могу почивать на лаврах, да? Либо вот мы помирились, мы договорились, мы одна семья, мы друг друга любим, у нас все классно. Замечательная картинка. Так, еще у вас здесь птицы, но птицы какой-то странной формы. Очень похожи на какие-то посылки, либо коробки, может быть, даже, да? Коробки, посылки, пакеты, ну, опять же, не пакеты, а вот как что-то квадратное. Сумки такие, знаете, есть квадратные. Две, одна побольше, другая поменьше. Скорее всего, вам кто-то что-то будет передавать вот такими коробками, и пакетами, и сумками. Что-то к вам будет приходить. Причем дважды, я вижу, дважды. Могут даже, ну, допустим, соседи излишками поделиться, да, там, с дачи привезли, либо там с деревни. Слушайте, замечательно, не отказывайтесь. Даже если вы такое там не потребляете, либо таким не пользуетесь, все равно возьмите, кому-то потом передадите, передарите. Да? Не прекращайте эту цепочку добра, пусть она на вас не закончится. И опять же, если вы что-то в жизни получаете, неважно по какому случаю, от кого, что, да, вот просто так вам что-то дают, пожалуйста, тоже сделайте хороший поступок. Хоть чуть-чуть, но кому-то тоже помогите, либо дайте. Не прерывайте на себе эту цепочку добра. Не прерывайте. Это очень-очень важно. Раз это показывают, значит, либо вы об этом не знали, либо, ну, вы такой человек, что можете, да, вас заранее предупреждать. Не делай этого. Не делай, и все. Так, еще одна крутая перемена. Здесь очень какой-то важный, быстрый гусь. Деловой такой гусь, голову вверх поднял. Ну, во-первых, у кого-то деловое предложение очень крутое идет. Да? Работа, бизнес, сотрудничество, коллаборация. Ну, просто невероятно. Здесь такой человек, просто огонь. И именно бежит к вам, бежит в вашу сторону. А у других отыграется это серьезный разговор с вашим руководителем, с вашим начальником. Опять же, человек будет в хорошем расположении духа. Вы можете попросить для себя, ну, все, что вам необходимо, все, что вам требуется. Человек бежит на вас, бежит в вашу сторону. То есть будет вам открыт. Да? Возвращаемся к вот этим дорогам. Все взаимосвязано. Не надо пугаться, не надо бояться, не нужно думать, что ой, я птичка маленькая, да, что я там могу с этим гусем вместе сделать. Можете. Этот человек вами заинтересован, либо этот человек вам, ну, сердце открывает, да, расположен в вашу сторону. Ни в коем случае не стоит ни бояться, ни стесняться. Говорите все как есть, да, либо просите то, что вам нужно.
Договаривайтесь на своих условиях. Не надо ни под кого прогибаться. Здесь важно именно, да, пусть вы птичка маленькая, но вы птичка гордая, да, пусть они все это видят и понимают. Кстати, девочки, у кого-то еще может отыграться ситуация, когда вам что-то по суду, по закону положено. Может быть, какие-то привилегии, может быть, какие-то льготы, может быть, какие-то выплаты, может быть, какая-то компенсация, да, но вы все разные. Что-то вам положено. И вот такой, дяденька, тетенька, не знаю, по гусю, и так может отыграться, спешит ваш дом, чтобы вас порадовать вот такой вот новостью, да, что вам это положено. Ну и теперь мы с вами подходим к венцу. В венце у вас трезубец, но он не простой, он волшебный. Здесь 3 ситуации, либо 3 вопроса, 3 желания. То, что в эти 10 дней 100% исполнится. Смотрите, с правой стороны у вас куриная лапка. Куриная лапка – это знак магии. Магия. Смотрите, мало того, что она куриная, так она еще и справа. И плюсом она еще к вам повернута. Видите, в вашу сторону развернута. Все магические действия, заговоры, ритуалы, кто на что гораст, да? Здесь все сработает. Положительно сработает. Либо то, что вы сделали ранее, именно в эти 10 дней начнет активизироваться и работать на вас. Смотрите, вы абсолютно все разные люди. Кто-то хотел избавиться от негатива, да, а кто-то наоборот хотел привлечь в свою жизнь там, любовь, везение, деньги. Да? Кто-то молитвы читал, а кто-то обряды проводил, кто-то сам что-то делал, а кто-то ходил к специалисту. Вот именно в эти 10 дней магия начнет работать. Молитва — это тоже магия, да, своеобразная магия. Смотрите, все начнет активизироваться и работать. С левой стороны у вас какая-то проблема. Тут по-другому и не скажешь. Что-то прям тяжелое, то, что вам крылья подрезало, да, то, что вас заставляло грустить, тосковать, кого-то даже плакать. Проблема может быть как с кем-то, так и с чем-то. Эта проблема, она разрешится. Причем разрешится без всякого вашего вмешательства. Знаете, как само по себе. Все решится, разрешится. А вам только лишь останется порадоваться тому, что все так вот вышло. А посередине у вас какой-то невероятный шанс. Прям король шанс. Король всех шансов шанс. Что-то грандиозное. Но тут важно не пропустить. Важно не пропустить, либо важно не побояться, либо не струсить в последний момент. Здесь в этом шансе есть какая-то дырочка. Это какой-то страх. Это страх, неуверенность в том, что вы сможете. Плюс я еще вижу, что на этот шанс зарится какая-то змеюка подколодная. Вас кто-то может специально отговаривать из зависти, из подлости, из коварства. Да, и говорит: да не ходи туда-то, да не делай этого, да это неправда, да это так не работает. Да? Могут специально вас отговаривать. Смотрите, чтобы эта дырочка не испортила вам всю картинку, да, чтобы вы не отказались от этого шанса. Вы все разные, каждому выпадет свой шанс. Но он точно выпадет в эти 10 дней. Просто не упустите. И никого не слушайте. Доверяйте своему сердцу. Доверяйте своей интуиции. Ну и, конечно, здравому разуму. Вот, не пропустите. Хорошая, на самом деле, отсыпка у нас сегодня получилась. Очень классная энергетика. Прям такой драйв пошел от этой энергетики. Ой, мои хорошие, дай Боже, да поскорее, и чтобы все самое хорошее у вас исполнилось. Смотрите сами, не плашайте и не упускайте все то, что идет к вам в жизнь. Не надо ничего бояться, не надо. Делайте, берите, живите, наслаждайтесь, становитесь богаче, счастливее. Вот опять же, любовь, да, все идет. Судьба вас любит, высшие силы вас любят, ведь вы такой хороший человек. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.